Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Всем привет, кто заглянул на мой канал. Сегодня я вам покажу старую площадь Бишкека, города Фрунзе. Вот она. Раньше когда-то она была центральной площадью города Фрунзе. От новой площади старую отделяет вот этот вот исторический музей, который раньше назывался музеем Ленина, и вот этот вот скверик. С 1984 года по 2003 год этот памятник Ленину стоял на площади Алатоу, которая раньше называлась площадью Ленина. Потом его перенесли за исторический музей. Исторический музей раньше тоже назывался музеем Ленина. Сейчас он исторический музей Кыргызстана. Новую площадь я сниму в другом ролике. Вот перед нами это Кыргызский национальный государственный театр. Кыргызский драматический театр был построен в 1970 году. А вот это, друзья, старый дом правительства. Построен он был в 1954 году, а сейчас здесь находится Жигорку Кенеш, местный парламент Кыргызстана. Парламент Кыргызстана. Красивое здание. Вообще мне старая площадь очень нравится. Она такая милая. Но сейчас по ней вон спокойно разъезжают машины туда-сюда. Вот. Какая она милая. Такие скверы красивые окружают ее. Видите, просто очень красиво. Ладно, пойдем дальше. Это все я иду по старой площади города Фрунзе. Напротив этого здания находится сквер. Памятник Карлу Марксу также стоит. Еще не убрали. Вот. Но этот сквер я тоже потом сниму. В следующий раз буду снимать Дубовый парк, сквер. Такой домик, особнячок. Но это раритетное здание. Это дом первого бишкекского городского главы Терентьева. Построен он был в самом начале 20 века. После революции здесь находилась центральный отдел партии. Памятник архитектуры 19 века охраняется государством. В конце 19-го, начале 20-го построен.
Вот это все дом первого пишпекского городского главы Терентьева. Вот так жил глава. А сейчас здесь находится Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО. Смотрите, это все как было тогда при Терентьеве. При Терентьеве, видите, резьба по дереву идет, вот это. Балкончик. Сюда он выходил, наверное, чаек пил. Вот такая резьба идет. Ну, двери, конечно, уже современные. Вот это тоже здание-памятник, который находится на Старой площади. Построено оно в 1934 году. До 1968 года здесь находилась средняя школа номер 3. Потом, по-моему, библиотека, если я не ошибаюсь. Ну а теперь размещена бухгалтерия этого центрального университета американского в Центральной Азии. Ну, в общем, так, приблизительно все рассказала про Старую площадь и показала. Сейчас еще пройдем вперед, потому что она тянется до парка Панфилова. Вот туда пройдем. А вот этот дубовый парк и все парки я буду показывать и Новую площадь в другом ролике. Так. Итак, друзья, вот это вот здание, архитектурный памятник. Построен он был в 1936 году, до 1984 года здесь находился Президиум Верховного Совета Кыргызской ССР. Вот. А теперь, потом раньше когда-то был Центральный университет, Американский университет Центральной Азии, а сейчас здесь находится Верховный суд Кыргызстана. Это домик Терентьева, бывший, конечно. Такой хороший, симпатичный особняк. Это здание, как я уже говорила, было построено в 1954 году. И здесь раньше находилось правительство Кыргызстана. Ну и сейчас тоже находится правительство Кыргызстана. А Белый дом, где находится президент, находится на Новой площади. В этом здании раньше находилось правительство Кыргызстана. Построено оно в 1954 году. А сейчас здесь находится киргизский парламент. Уже глубокий ниш. За домом правительства также вот находится сквер у нас. Вот такой вот скверик. Весь зелененький, симпатичный.
Недалеко от старого дома правительства находится Кыргызский национальный государственный театр. Построен он был в 1970 году. И вот эта старая площадь Кыргызстана упирается в парк Панфилова. Про парк Панфилова у меня уже есть видео на моем канале. Так что, кому интересно, заходите, смотрите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч.